Открывая заседание, премьер-министр Александр Ангва поздравил присутствующих с Днем освобождения города Сухум. Он также поздравил коллектив и ветеранов ГТК с профессиональным праздником. Далее перешли к повестке дня. Кабинет министров установил размер единовременной выплаты добровольцам Алясу Авицба и Нарсоу Адлейба, раненым на Донбассе. Им будет выплачено по 500 тысяч рублей. Решением Кабмина семье Артура Киргинадзе, погибшего в ходе специальной военной операции, будет выплачено пособие в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, семья Киргинадзе будет получать ежемесячное пособие – 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Детей 3, то есть 30 тысяч рублей в месяц. Установить выплату пособия единственному родителю на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, учащихся дневных отделений средних, специальных или высших учебных заведений до достижения ими возраста 23 лет. Кабинет министров внес поправки в ведомственные целевые программы Минздрава. Оптимизированы и скорректированы мероприятия программ и суммы средств расходования на них в 2022 году. Объем необходимого увеличения бюджетного финансирования по целевой программе лечения граждан за пределами на территории Республики Абхазия не менее 30 миллионов рублей. По целевой программе «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия» не менее 20 миллионов рублей. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопо представил проект распоряжения о мерах погашения кредиторской задолженности республиканского унитарного предприятия «Абхазчай» перед Сбербанком Абхазии. На предприятии уже 13 лет работает ликвидационная комиссия, однако принять решение до сих пор не удалось. Закрыть кредит за счет того, что им предоставят перечислены здесь в распоряжении техники. Техника, часть техники уже у них находится. Остальная, это составляет 2 миллиона 92 тысячи. Кредит был в сумме 3 миллиона. У них находится еще и автомобиль, который принадлежал РУП Абхазчай. И все это вместе составляет 3 миллиона. То есть кредит будет погашен. Это с учетом того, что будет проведена оценка, и они будут приняты по той стоимости, которую оценочная комиссия представит. Ликвидационная комиссия не может завершить работу, обязательства остаются, невыполненными. Соответственно, обеспечение кредита не может быть погашено, проценты растут. Но наверное, один из немногих тех выходов, которые на сегодняшний день позволит какую-то там часть реструктуризировать, урегулировать задолженность, на мой взгляд, самое объективное. Согласовывали это решение достаточно долго. Члены правительства утвердили план совместных мероприятий в области статистики на 2022-2024 годы Госкомитета по статистике Абхазии и Федеральной службы госстатистики России, в который вошли порядка 14 мероприятий. Кабмин также назначил представителей исполнительной власти в составе сертификационной комиссии при Минюсте, министра Андрей Барцец, заместителя министра финансов Ирму Амичба и министра по налогам и сборам Михаила Габеля. В свою очередь Михаил Габеля рассказал о налоговых поступлениях за 9 месяцев текущего года. При плане 347 миллионов, факт на 23 число 434 миллиона. Это 125%. По словам Габеля, годовые показатели будут закрыты в конце сентября, а оставшиеся 3 месяца работа будет вестись по наращиванию. Это закрытие долгов и проведение различных мероприятий. На заседании Кабмина также было принято несколько постановлений по земельным вопросам. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.